Вопрос из Усть-Цильмы. Осуществляется ли Министерством национальной политики какая-либо финансовая поддержка идей граждан, направленных на сохранение народных промыслов и ремесел? Похожий вопрос поступил из Ижмы. Существует ли грантовая поддержка или субсидирование вот подобных инициатив? Вот, инициатива – это слово правильное. Министерством ежегодно проводится конкурс, этноинициатива он называется, в рамках которого граждане, либо какие-то объединения граждан могут подать заявку на поддержку их проектов. Почему я сказал про этноинициативу? Потому что как раз в прошлом году проекты, которые были поданы на конкурс, они как раз касались поддержки прикладного искусства. Так была заявлена реализация проекта «Туесок». Это в Ижме был создан мастер-класс по плетению бересты. Кроме этноинициативы можно гражданам воспользоваться конкурсом, который мы ежегодно проводим для социально ориентированных некоммерческих организаций. Этим очень активно пользуется у нас общественная организация «Коренные женщины Республики Коми». Они вообще очень активно во всех участвуют абсолютно конкурсах, но в том числе и в прошлом году они подавали свой проект, который был направлен на развитие и проведение мастер-класса под качество. В этом году они опять подавали заявку по орнаменту, по коми-орнаменту, созданию коми-орнамента. Поэтому возможности есть, было бы желание, мы вообще с удовольствием поддерживаем такие проекты, потому что считаем, что они направлены как раз на сохранение наших традиций, на привлечение молодого поколения к реализации вот таких проектов. Кроме того, при Доме дружбы народов у нас есть Дом этнической моды, Коми-ремесленная палата. Это детище Ефима Тихоновича Канева, которая сегодня получила не только республиканскую, но и известность во всей России. Они проводят фестивали «Этническая мода». Они сегодня очень активно занимаются изготовлением сувенирной продукции из традиционных для Республики Коми материалов. И Дом дружбы народов ежегодно проводит фестиваль «Шкатулка самоцветов», как раз где прикладники показывают свои достижения. И поддержка ведь не только материальная может быть, да, но и нематериальной. Вот как раз в рамках «Шкатулки самоцветов» мастера могут познакомиться друг с другом, узнать что-то новое для себя интересное. Контакты, рассказать верно. о том или ином ремесле. Да. Поэтому возможности, повторюсь, есть, было бы желание. Ну, тем более вопрос из Усть-Цильмы, да, где традиционные ремесла. Ну, да. Тут даже говорить нечего, собственно.